О героях царской России в мемориальном комплексе жертвам репрессий состоялась презентация видеовыставки из цикла «Горные орлы», посвященная поручику Российской императорской армии Далтмурзиеву Султанбеку Дениевичу. Представлены фото и документальный материал о жизни и боевом пути полного георгиевского кавалера. Выставку посетил Микаил Тангиев. Далтмурзиев Султанбек Дениевич, поручик Российской императорской армии, кавалер 4 орденов и достойный сын своего народа. Родился в 1890 году в селении Кескем Сунжского отдела Терской области в семье офицера Терской постоянной милиции. Обучался во Владикавказском реальном училище. Военную службу начал в вольноопределяющем 17-м сибирском запасном батальоне. Он является первым участником Первой мировой войны 1914-18 годов. В Ингушском конном полку Кавказской туземной конной дивизии он числится с марта 1915 года, подпрапорщик. За личную храбрость и боевые отличия был награжден Георгиевским крестом всех 4 степеней. Полный георгиевский кавалер, как мне сказали. В чине поручика он с 1917 года. Он показал себя отважным воином, который думал прежде всего о целости и сохранности своего подразделения. После гибели брата Асолта, воевавшего рядом, отряд под командованием султана в дерзком броске уничтожил часть из состава немецкой железной дивизии. Операция была проведена без человеческих потерь со стороны атакующих. По словам очевидцев, султан, потеряв в бою коня, бился как лев, мстил врагу за погибшего брата, не дожив до своего 25-летия. Участник также является участником гражданской войны 1918 и 1921 годов. Он воевал в частях РККА в составе первой конной армии дивизии Буденного. После восстановления советской власти служил в Туркестанском военном округе, командовал кавалерийской сотней. В 1925 году за содействие в пропуске через государственную границу бывших соратников он был арестован органами ВЧК. И он был освобожден уже по личному приказу командира Буденного. Позже он вышел в отставку, занимался адвокатской и иной деятельностью, работал адвокатом, часто печатался. Он автор книги «Красный Вердан». Султанбека Дениевича часто преследовали органы НКВД и ВЧК. А в 1944 году вместе с народом он был выслан в Северный Казахстан. Работники музея в мемориальном комплексе считают, что выставка в таком видеоформате больше приковывает внимание жителей и гостей республики. Такие выставки, наоборот, посетителям больше нравятся. Они могут каждый раз их пересматривать, или кто-то записывает их себе, и довольны бывает. Были у нас раньше выставки на стендах проводились, просто документально. Это тоже хорошо было, но когда наглядно, их фотографии видны, больше информации доступно бывает. Поэтому мы решили вот таким образом сделать. Далтмурзиев Султанбек Дениевич скончался в 1952 году в городе Талды-Курган. Его имя увековечено на мемориальной плите аркады на территории мемориала памяти и славы. Выставка продлится до конца июля, и любой желающий может прийти и ознакомиться с жизненной биографией своего прославленного земляка. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.